Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем об убийстве 35-летнего таксиста в Зеленодольске. В багажнике автомашины было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом. По подозрению задержаны 3 подростков. Покажем, как столкнулись 2 автобуса на проспекте Победы. Да, он чуть-чуть далеко был. Я успел, повернул и ехал даже чуть-чуть. 2 человека пострадали. А также попытка сэкономить время обернулась 2 разбитыми машинами. Ехал, спускался с моста. Выехала машина передо мной. Крупная авария на улице Тихорецкая. Это и не только. Прямо сейчас. 3 подростков, им от 15 до 17 лет, задержаны по подозрению в убийстве таксиста в Зеленодольске. 28 сентября сестра 35-летнего мужчины опубликовала в социальных сетях пост с просьбой о помощи в его розыске. Она рассказала, что вечером 27 сентября он сошел с линии такси, но домой так и не вернулся. Дозвониться до мужчины не удалось. Телефоны были недоступны. Автомобиль «Вартекс Тинго», на котором и работал таксист, нашли в тот же день, когда родственники забили тревогу. Машина стояла в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей в Зеленодольске. В багажнике лежало тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти. На голове множество ссадин и ушибов. Следственный комитет по факту убийства возбудил уголовное дело. Подозреваемых задержали по горячим следам. В настоящее время подозреваемые свою вину признали частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. Будет установлена роль каждого участника в совершении данного преступления. Также следователям назначен ряд экспертиз, такие как судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, судебно-дактилоскопическая, а также судебно-техническая экспертиза. Мотив преступления следователи не раскрывают в интересах расследования. Погибшего таксиста сегодня в Зеленодольске проводили в последний путь. Попытка разворота в неположенном месте стала причиной крупной аварии на улице Тихорецкая. Там столкнулись Мазда и Рено. 1 человек пострадал в результате этого столкновения. Какие травмы он получил и как именно произошла авария, уточняла Алсу Ахмедзянова. Ехал, спускался с моста. Выехала машина передо мной. Водитель Мазды купил старенькую иномарку буквально неделю назад, чтобы возить 5-летнюю дочку на гимнастику. В этот вечер как раз вез ее домой после занятий. Но на улице Тихорецкая прямо перед его автомобилем неожиданно появился Рено. Удар был сильный. Больше всего мужчина испугался за дочь. Там движение прямо и направо только у них. В принципе, там вот светофор. Специально там стрелочки есть, чтобы люди выезжали, доезжали до светофора, разворачивались. Водитель рассказал, что женщина за рулем Рено решила развернуться и протаранила его. Пострадал пассажир, виновница. Но она не объяснила вообще, зачем решила развернуться или сэкономить? Я даже не спрашивал. Понятно, что сэкономить время. В результате удара мужчина-пассажир Рено получил ушиб ноги, но в больницу ехать отказался. Всю картину предстоит установить на детальном разборе в ГИБДД. Алсу Ахмедзянова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 2 человека пострадали в результате столкновения 2 автобусов на проспекте Победы. Авария произошла в утренний час пик около 8 часов утра, и людей в салонах, по признаниям кондукторов, было много. Пострадавших было бы больше, если бы один из автобусов в момент аварии не стоял на месте, второй врезался в него сзади. Но, как узнала Татьяна Тимошенко, ситуация там гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как произошла авария, не захотели рассказывать ни кондуктор 34-го маршрута, ни водитель автобуса. Разберутся там. Уже, поехали, давай. Ничего не будете говорить? Нет, покиньте, пожалуйста. Автобусы столкнулись на пересечении улицы Зорги и проспекта Победы. На остановку их отогнали позже, чтобы не создавать пробку. 37-й поворачивал налево с Зорги на проспект и по правилам должен был уступить дорогу потоку автомобилей. Водитель уверяет, что так и сделал, и заметил, где ехал второй автобус. Но удар произошел через мгновение. Да, он чуть-чуть далеко был. Я успел, повернул и ехал даже чуть-чуть. И у меня поток был, и я стоял, и он
ударил из этого. Остановился сразу после поворота, уверяет мужчина. Не просто так, впереди был затор. К этой остановке вообще не просто подъехать, на ней постоянно стоят автомобили. Удар, говорит, был сильный. В обоих автобусах были пассажиры. Все произошло в утренний час пик. В салоне первого никто не пострадал, во втором упали 2 человека. Травмы получили не сильные и после осмотра медиками покинули место происшествия, отказавшись от госпитализации. Алкотестер показал, что оба водителя совершенно трезвы. И после оформления всех документов их отпустили. Ущерб теперь будет подсчитывать страховая компания. Представители собственников автобусов назвать даже приблизительные суммы не решились. А вот убытки от простоя транспорта, возможно, будут через суд взыскивать с виновника. Его определят на детальном разборе. На месте автоинспекторы не решились предположить, кто же будет отвечать за произошедшее. Вполне возможно, что в этом происшествии усмотрят вину обоих водителей. Татьяна Тимошенко, Наиль Абдуллин, вызов 112. Троллейбусы и Kia столкнулись на перекрестке улиц Минская и Фучика. По словам очевидцев, водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту, за что тут же получил сильный удар в левый бок своего автомобиля. С места столкновения репортаж Диляры Юсуповой. Не ступить дорогу. Как рассказал водитель общественного транспорта, он ехал по улице Юлиса Фучика. Хотел на перекрестке с улицы Минская проехать прямо, но сделать этого ему не дал водитель Kia, который выехал прямо перед ним. Удар был достаточно сильным. У легковушки сильно смяло левую боковую сторону. Пассажиры общественного транспорта, несмотря на резкое торможение, не пострадали, однако были сильно напуганы. Как они не пострадали? Нет. А в легковушке тоже никто не пострадал? Никого не было. А водитель признал свою вину? Да. Автоинспекторы убрали автомобили с проезжей части, чтобы не создавать заторов. И именно им еще предстоит установить всю картину произошедшего. Диляра Юсупова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Больше 1 миллиона рублей перевела мошенникам 71-летняя жительница Казани. Как только она поняла, что ее обманули, сразу же обратилась в полицию. В заявлении указала, что 23 сентября ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка Юрием Беловым. Он сообщил о несанкционированной попытке снять средства с накопительного счета пенсионерки и для отмены операции предложил перевести все деньги на специальный надежный счет другого банка. Но женщина в тот момент находилась в Архангельской области. Требуемые операции произвести не могла. Но как только приехала, сама связалась с Юрием Беловым. Он сообщил, что надо снять все деньги. Их было 1 028 000 рублей и перевести их через банкомат на указанные счета. Что она и сделала под его чутким руководством. Но чуть позже, подумав, поняла, что связалась с мошенником. В полиции ее догадку подтвердили и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Известный телеведущий Алексей Куличков сегодня в Казани встретился с корреспондентом юных инспекторов движения. Он призвал татарстанцев соблюдать правила дорожного движения и беречь жизни детей, перевозя их в автомобилях исключительно в детских креслах. Также шоумен отметил, что световозвращающие элементы действительно эффективны в темное время суток. Вот сколько раз случаев у меня было, ты едешь, при том, что тебя шоссе располагает к тому, чтобы нажать педаль газа, акселератор, да, и как бы мчаться. И вдруг возникают какие-то тени, какие-то привидения. Ты думаешь, вот велосипедист какой-то, и ты понимаешь, что ты сам пугаешься, и ты не понимаешь, думаешь, ну вот мало ли чего, вот он там подскользнулся, я не знаю, там он заснул, пока шел там 200 километров, непонятно, куда он идет. И светоотражающий элемент, безусловно, помогает, потому что фары это отражается, ты видишь уже издалека, что у тебя там что-то есть препятствие. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.